Доброго времени суток, уважаемые подписчики! Сегодня у нас 14 декабря 2024 года. И мы вновь смотрим очередной обзор строительства нового бомбического татарского театра. Сегодня, кстати, получилось заснять уникальную технологию по подъему и монтажу этих больших стекол на каркас здания. Так что приятного вам просмотра! Как вы сами видите, строительство еще полностью не завершено. Работы ведутся как снаружи, так и внутри здания. Сегодня во время съемок было очень холодно, дул пронизывающий ветер. Было достаточно дискомфортно. Представляю, что творится у строителей, которые работают наверху на самом ветре в такую холодную погоду. Условия для них, конечно, достаточно тяжелые. Ну а мы продолжаем обходить здание театра по набережной озера Кабан. Кабан, как всегда, прекрасен. По поводу здания хотел напомнить для тех, кто не знает, что строится здание по проекту консорциума под лидерством московского бюро Баухаус с участием токийского, немецкого, ну и, конечно же, казанского архитектурного бюро Германа Алексеевича Бакулина. Вот мы наблюдаем за зданием со стороны набережной. На улице очень холодно, снег хрустит прямо под ногами. Также хочу сказать, что руководство республики хотело презентовать здание нового театра участникам саммита БРИКС. И я думаю, это у них получилось. Ведь к этому событию работы велись в круглосуточном режиме. И несмотря на то, что к началу саммита оставалось еще много недоделок, здание уже тогда впечатляло своим необычным видом. Вот мы наблюдаем с задней части здания. Здесь осталось не так много этих самых установить стекол на каркас, и мы сейчас будем это наблюдать. Для тех, кто считал, что здание нового театра должно было сдаться к началу саммита БРИКС, хочу сказать, что реально еще в начале строительства в 2022 году проект планировали сдать только в сентябре 2025 года. Но я думаю, в связи с авральными работами к саммиту БРИКС сроки сдачи будут, наверное, скорректированы на более ранний срок. Вот с этого входа заносит все оборудование внутрь. Улица загружена. Спецтехника работает. Задняя часть, где планируется также небольшой парк, еще пока не доделана. Я думаю, эти работы, наверное, скорее всего, будут завершены только весной.
Ну, а вот и эти самые стекла. Это уже остатки стекол, которые осталось установить наверху. Вот такое оборудование на огромном кране. Очень высокий вылет стрелы у этого крана. Интересно, он стоит на дыбах прям. Колеса приподняты. И вот это оборудование специальное с мощными присосками подводится к стеклу и специальными мощными присосками присасывается к этому оборудованию. Стекла, потому что достаточно тяжелые, мощные, поэтому здесь используется тоже такое достаточно серьезное оборудование. Его начинают приподнимать уже. Медленно начинается подъем очередного стекольного блока, что ли назвать его, наверх. Ну и монтажники, альпинисты также подтягиваются наверх для установки очередного стекла. Также монтируется оно там на высоте. Ну и затем уже, когда стекло зафиксировано, присоски отпускаются. Ну а мы спускаемся с высот обратно на землю обетованную, для того, чтобы продолжить обзор вокруг здания театра. Кстати, сумма затрат почти в 2 раза превышает стоимость объекта при начальном выборе концепции. В феврале 2022 года строительство этого здания площадью, кстати, 37 тысяч квадратных метров оценивалось более 7 миллиардов рублей. Но в итоге было выделено все 13 миллиардов. Наверху также продолжают работу альпинисты по монтажу каких-то деталей, которые еще не соединены. Да, медленно, наверное, не сказал, конечно, что медленно, но работа не останавливается, все движутся в одном направлении к запуску скорейшему нового театра. Кстати, днем рождения Татарского государственного академического театра считается 22 декабря
1906 года. В этот день состоялся первый публичный спектакль на татарском языке. А с 1985 года театр занимает здание «Парусник» на берегу озера Кабан. Кстати, после переезда в новое здание «Парусник» отдадут детскому театру. Новое же здание, несомненно, станет очередной бомбической визитной карточкой города Казани. Очень современные, нестандартные решения всей этой конструкции. Как наружнее, так и внутреннее убранство, конечно, очень впечатляет. Сегодня попытался зайти внутрь, но охрана не пускает. Вот до сих пор еще устанавливаю вытяжку. Значит, еще работы ведутся достаточно интенсивно, я бы сказал. Здесь тоже какие-то детали еще недоустановлены. Тоже ведется монтаж. Интересная техника, которая управляется непосредственно сверху рабочими. Ну а это мы перебрались на противоположный берег озера Кабан и смотрим за зданием через озеро. Вот как вы видите, работы ведутся наверху, люди работают, несмотря на холод и ветер. Люди продолжают выполнять свою работу. На крыше работы также ведутся везде. Вот такой внешний вид, очень впечатляющий. А вечером, когда загораются огни, оно вообще очень красиво смотрится, очень. Вот на набережной тоже ведутся работы. Ну а любители здорового образа жизни продолжают нарезать круги по набережной вокруг озера Кабан. На этом сегодня заканчиваем. Всем хочу пожелать добра и здоровья.